желание больше зарабатывать якобы, она постоянно загоняет человека, в какой-то замкнутый круг, бесконечный круг. Надо еще больше зарабатывать, надо еще больше зарабатывать, надо еще больше. И это больше, конца нету его. Получается, что нам надо понимать, что стремление к тому, чтобы больше зарабатывать, это не выход. Но вы, если оглядываешь назад, 10 лет, 15 лет назад, она была у нас такое. Она постоянно гоняла нас к тому, что мы больше начали работать, больше начали делать. Она не выход. Сама эта стратегия не помогает нам. Нам надо сделать так, чтобы эта мысль больше у нас в голове не появилась. Я вам скажу, как я это сделал. Вам скажу. Я вообще не думаю, как больше зарабатывать. Это правда. Вообще, почему? Как это? Сейчас я придем к этому, вы меня поймете. Это хорошо помог, очень хорошо помог. И когда это в себе понял, я начал это пытаться у других изучать. Я посмотрю, и других тоже так оказалось. Все люди так думают, оказывается. Теперь, внимание обратите. Вспомните моего хорошего, знаменательного примера, который часто привел пример вам, если вы его вспомните. Наши дорогие друзья Арман Улан. Вспомните, кто вспомнит? Это хорошая, запоминающая история, легче запоминает и так далее. Например, мы сказали, что два друга, одного зовут Арман, второго как зовут? Улан. И мы говорили тогда, если вы вспомните, примером, что, скажем, один из них зарабатывает где-то в районе 20 тысяч сом, например, а другой зарабатывает, может быть, возможно, 80 или 90 тысяч сом, например, скажем. Но есть одно отличие между ними. Какое отличие? У одного он мало зарабатывает, но он начинает задуматься. Почему он начинает задуматься? А кто из вас заметил, что когда у вас дела хорошо идет, вы мало думаете? Вы это заметили? Вот, например, если у меня машина нормально ездит, я вообще не думаю, что творится внутри его. Учеба когда начинается? Когда машина перестанет ездить. Придется открывать капот, посмотреть внутри, что там. Если машина останавливается, начинаешь узнавать, где карбюратор, где вообще воду наливать, как бензин, где масло измеряет. А если он нормально ездит, не смотришь. У меня была такая ситуация, я ездил в Чимкент, отсюда вспомню, ездил в Чимкент. И вот раньше было у меня вот Мерседес такой, это 4 глаза же есть. И оказывается, из этого Мерседеса надо было вытаскивать это ключ. А я это не знал. Я просто зажигание отключил, сон тянулось, смотрю, с дорога уходит машина. Я остановил, но ключ не вытащил, аккумулятор сидел. Оказывается, если ты его не втаскиваешь, а вот этот ключ, и аккумулятор сидит. И вы представляете, я где-то 4-5 утра глаза открываю, чуть-чуть светлеет, никак не могу заводиться, между Таразом и Чимкентом пустыни никого нет. И не знаю, что делать. Абсолютно не знаю. А у меня тренинг 9 часов в Чимкенте. Я не знаю, что делать. Вообще, звоню другу, он говорит, ты ключ не вытащишь? Я говорю, ну да. Он говорит, аккумулятор сел. Теперь я останавливаю машину, говорю, у меня, говорит, помогите мне аккумулятор заводить. Поднимаю капот впереди, я не знаю, где аккумулятор. Мы его не можем найти. Останавливать разные эти, не могу. Я 1,5 года ездил на этой машине, не знал, где его аккумулятор. Вы представьте ужас. Не, она, оказывается, внутри кабины, внутри салона, под сиденьем. Я багаж открываю, его там нет, впереди смотрю. Я не знаю, где он находится. И тут я останавливаю еще, там всего единичные машины проходят, и то один остановится, он москвич. Понятия не имеет, это что-то. И такой, агашка такой еще с села, оказывается, молока возил. Он мне говорит, а где ваш аккумулятор? Я говорю, не знаю. Он говорит, ну ты же водитель. Вот понимаете, да? То есть, что я хочу вам сказать? Когда у вас идет жизненное изменение, когда вы растете, когда вы дойдете до такого точки, который дальше не знаете, что делать. Когда вы дойдете до какой-то точки и дальше не знаете, что делать, именно здесь начинается учеба. И это прекрасно. Вы понимаете, о чем речь? Именно тогда вы растете. Вы станете успешным, вы станете богатым, умным человеком. Но в этом моменте большинство людей руки опускают и бросают, убегают. И в этот момент есть самый важный момент, когда начать двигаться вперед надо. Надо начинать наоборот двигаться вперед. Значит, мы посмотрим, видим такую картину. Посмотрите сюда, пожалуйста. Мы видим такую вещь. Пример привяжу. Улан
начинает попасть в такую ситуацию, как и с аккумулятором. Он начинает видеть, что он мало зарабатывает. Соответственно, они же друзья, они же вместе иногда день рождения отмечают, иногда вместе ходят, гости друг друга, ходят иногда по праздникам. И он начинает заметить, что он не может себе позволить то, что позволяет себе Арман. Он начинает задуматься, мне надо взять под контроль свои финансовые риски. Поняли, да? Сталкивается с этой ситуацией. Начинает задуматься, мне нужно самому управлять своим финансовым риском. И начинает небольшую сумму, скажем, каждый месяц хотя бы там небольшую сумму. Ну, скажем, что давайте, чтобы он каждый месяц хотя бы 4000 сомов начинает откладывать. Каждый месяц. Лучше 5 возьму, с цифрами легче будут, удобнее. Это пример, неважно сколько он. 5000 сом, скажем, каждый месяц откладывает. Что он делает? В самом начале зарплата получает, побегает в банк. Это 5000 положит в банк, идет домой, живет на 15 000. Он так продолжает делать постоянно. Возможно, он эту идею поделился с Арманом. Арман что говорит? Я и так прекрасно зарабатываю. Пусть об этом ты думай. Это не мое. Ты подумай об этом. Об этом ты подумай. Я и так хорошо зарабатываю. Если я 1 месяц половину своего дохода откладываю, это будет равно почти год то, что ты положил по 5000. Правильно? Так что ты делай сам. Как обычно люди, я заметил, что когда люди хорошо зарабатывают, они высокомерные. Когда люди хорошо зарабатывают, они не признают, они игнорируют знания. Они говорят, да и там, что там 200-300, там что-то. Вот так относятся. Но они не понимают, что... Правую руку поднимем, повторим за мной. Гора состоит из песчинки. И внимание, обратите, целая гора, которая непреодолимая, она состоит из маленьких песчинки. И этот секрет старается ловить. Она не стоит целиком какой-то там большой там тяжесть. Она состоит маленькие песчинки. Да? Вот это мышление. Вот она, главный секрет. И теперь, что делает Улан? Улан говорит, ну и ладно, откладывает каждый месяц. Проходит 5 лет. Проходит 5 лет, но через 5 лет происходит такая картина. Скажем, у Улана за 5 лет это 60 месяцев, накопилось по сколько? По 5000, это 300 000 сом. А 300 000 сом это, у него, вспомните, месячный расход семьи 15 000 сом. Он же привик свою семью. На сколько время хватит? 20 месяцев. А 20 месяцев это приличное время? Это приличное время. 20 месяцев это приличное время. Происходит такая картина. В течение 5 лет он откладывал постоянно. В какой-то момент Улан попал в сокращение. То есть, тот организация, в которой он работал, в этом регионе закрывал свою деятельность. Он потерял свое рабочее место. Соответственно, у него происходит такая вещь. Но у него сбережение. Сбережение, которое в течение 20 месяцев помогает ему иметь финансовую защищенность. Внимание, обратите, финансовую защищенность. 20 месяцев. За 20 месяцев можно новую работу найти, можно что-то делать, можно что-то изменить. Не обязательно в долгу залазить и так далее. Я раньше думал, что умный человек тот, который хорошо поднимается. А теперь считаю, что умный это тот, который меньше проблемами попадет. Раньше считал, что сильная экономика та страна, которая процветает. А теперь начал понимать, что сильная экономика это та экономика, которая выдержит трудные минуты. Согласны? Вот когда вот именно сложный момент, он способен выдержать. Вот это сильная экономика. Это мощная экономика. Потому что испытание проходит через это. И любая компания то же самое. Компания, которая в период развития рынка процветает, это не показатель, что он богатая компания. А богатая, сильная компания, тот, который пойдет падение рынка, он выдержит. Еще продолжает стабильно двигаться. Он не закрывает, он не сокращает, расширяется, двигается вперед. Вот это сильная компания. Теперь внимание, обратите, приходим сюда. Приходим сюда. Значит, у нас что произойдет? Арман. Вы вспомните ситуацию Армана? Он же ничего не откладывал. Он читал так. У него была другая философия. Если у Улана была философия, надо откладывать, у Армана была другая философия. Какая философия? Деньги нужны, чтобы хорошо жить.
я востребованный кадр, я могу найти в любой момент хорошую работу, так что я буду хорошо жить. Это его философия. А вообще-то эта философия тоже популярная, да? Люди говорят, ой, я и так хорошо заработаю, зачем еще надо? Нормально все. То есть это его философия. Он жил так и продолжает так делать и так далее. Он так живет. Теперь внимание. Но каждый месяц у него конца месяца 0. Но потому что он знает, что вот через несколько дней уже опять месяц начинается, опять 90 тысяч есть, что там переживать-то. Поэтому у этого сбережение накапливается, у этого что накапливается? Фотография путешествия, фотоаппарат, красивые часы, хороший телефон и так далее. Ну вот так. У этого сбережение, у этого имущество, всякие вещи и так далее, и так далее. Проходит 5 лет, так получается, что просто у Армана ситуация оказалась по-другому. Если Улам попал сокращение, а у Армана, он профессионал, он специалист, но он попал в какую-то катастрофу, которая здоровье не позволяет ему, по крайней мере, как минимум, определенное время не работать. Да, не дай бог, конечно, если на всю жизнь в колясках, да, но, скажем, какое-то время не дает ему работать. Ребята, я на самом деле рассказываю реальную историю. Я рассказываю вам, но эти истории я слышал по отдельности. По отдельности. А когда их объединили, в моем мозгу они вот так складывались, думал, супер обучающий пример. Это парень, сейчас до сих пор коляски, это парень в Москве живет. Он киргиз. До сих пор. Но он кучу денег тратил. Я серьезно говорю. Я все то, что обучаю вас, беру из реальной жизни. Реальной жизни беру. Вот то, что вижу, то, что слышу и так далее, беру оттуда. Теперь внимание. В общем, пойдем дальше. То есть, получается, что когда человек хорошо зарабатывает, он не думает. Он растет и так далее. Представьте, какова риск теперь у этого человека. Какова риск? Долги, кредиты, продажа имущества и так далее, и так далее. Вот так будет продолжаться. Согласны? Продолжаться и так далее, и так далее. Вот такое. И глядя на эту историю, какой вывод можно сделать? Давайте, скажите свое видение. Надо сохранить. А теперь смотрите, пожалуйста. Скажите, мысль, которая возбуждала нас, гонка создавать, больше надо зарабатывать, больше надо зарабатывать. Вот эта мысль. Как его надо заменить? Внутри этой истории спрячен секрет. Давайте, если скажем вот так, она соответствует, смотрите, фокус от зарабатывания денег, например, если мы раньше думали, надо больше зарабатывать, теперь фокус от зарабатывания денег надо перенести к сохранению денег. Например, если вы в прошлый месяц сказали, мне надо $2000 зарабатывать, или там 1000, или 5000 и так далее, скажите, мне этот месяц надо 1000 сохранить.